В Сыктывкаре работал совет руководителей советов КОМИ. Муниципалы подвели итоги региональной программы по развитию физкультуры и обсудили, как на местах решают экологические проблемы. Светлана Некрасова о главных инициативах совета. Реконструировали 3, капитально отремонтировали 1 и построили 19 новых сооружений. Таков основной итог региональной программы по развитию спорта. Теперь, по данным статистики, физкультурой регулярно занимается каждый 4-й житель республики. Это лучший показатель на северо-западе страны. Впрочем, на достигнутом депутаты останавливаться не хотят. Мы сегодня говорим о том, что в нашей Северной Республике мы бы очень хотели, чтобы в каждом муниципальном образовании был свой плавательный бассейн. В каждом муниципальном образовании, не только в городах, но и обязательно в сельских районах. В Карткировском районе проект такого бассейна уже готов. Сейчас он проходит экспертизу. Но муниципалы уверены, спортивные сооружения должны быть во всех населенных пунктах. Хотя бы хоккейные коробки. В Аджироме такую построили всего за 200 тысяч. Зато какой эффект. На сегодняшний день он настолько функционален. Дети занимаются там и хоккеем, и катаются на коньках, летом играют в футбол. Пользуются очень большой популярностью у населения, у детей. Естественно, только благодаря ему снизилась у нас и детская преступность. Дети стали заниматься спортом. Совет Советов решил обратиться к властям региона с просьбой выделить средства на разработку проектно-сметной документации для строительства бассейнов в райцентрах и помочь с капитальным ремонтом самых значимых спортивных сооружений. В вопросах экологии муниципалы тоже единодушны. Главная проблема – утилизация отходов. Программы по созданию полигонов есть во всех городах и районах. Планируется создание одного большого общего полигона в районе Усть-Кулома и в селах площадки для хранения отходов промышленных и бытовых отходов. Уже будет с сельских поселений перебазироваться на данный полигон, и там будет приниматься решение по утилизации данных отходов. Понятно, что полигоны – дело нужное, но очень затратное, и денег на местах зачастую не хватает. Республика готова помогать. Тем более усилиями, в том числе нашего Госсовета, казна региона может пополниться. Госдума внесла изменения в природоохранное законодательство. Если вы знаете, раньше все средства за штрафы, то есть за негативное воздействие, шли в федерацию, то сейчас внесено изменение в законодательство федеральное, и 95% штрафов будут уже оставаться в республике, и мы можем их направлять именно на природоохранные мероприятия. Эта норма начнет работать в 2016-м, когда закончится действие нынешнего 3-летнего федерального бюджета. После этого КОМИ сможет заметно увеличить расходы на экологические программы. Светлана Некрасова, Кирилл Шучалин, телеканал Юрган.